Знакомство гостей с городом Феникс, как туристы сами его называют, по традиции начинается с храма Михаила Архангела. Именно здесь 22 года назад крестили Бориса Корзуна. Первые годы жизни молодого человека прошли в чеченской столице. В связи с военными действиями его семья была вынуждена покинуть республику. Спустя столько лет он вновь в Грозном. Ощущение родины есть, ощущение того, что вся вот эта природа и обстановка немножко мне близка. Как бы все остальные места, в которых я был в остальное время, не так близки мне по духу. Вот. Ну, в принципе, это пока все. То есть дальше ей будет интереснее, мы только приехали. А вот Сания Каркаева и Хайдар Шабакаев в Грозном впервые. Супруги признаются, побывать в Чечне мечтали давно. Говорят, что больше всего хотят увидеть мечеть сердца Чечни и совершить в святыне молитву. Мы хотели вот видеть это все своими глазами, посмотреть, посетить, читать молитву. Чисто везде, нигде ничего не брошено. Следующий пункт – крыша высотного комплекса Грозный-Сити. Красоты Грозного туристы смогли увидеть с высоты птичьего полета. Такие впечатления. Я думала, что попала в Арабские Эмираты. Я там была в Дубае. Великолепный город, великолепные люди. Спасибо вам. Грандиозно, очень красиво. Число гостей, желающих познакомиться с регионом, растет с каждым днем. В каждое воскресенье Грозный посещает более 10 групп туристов. В их числе как жители регионов страны, так и гости из разных городов ближнего и дальнего зарубежья. Розана Цамаева, Адам Чекуев и Абубакар Абазов. Новости.